Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, каких подарков ждать от судьбы в ближайшее время. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, каких подарков ждать от судьбы в ближайшее время. Кстати, в ближайшее время вы можете себе тоже загадать. Я думаю, что все уже готовы, настроились, загадали. Давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песочек. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы Так, мои хорошие, какие подарочки к вам идут? Ну, прежде всего про денежки давайте поговорим, потому что здесь подарочек, связанный с денежками. Я вижу, что к вам идут поступления денег, причем их будет несколько. Есть крупное и есть несколько помельче. Деньги идут. Может быть, ждали, может быть, надеялись. Вот какая-то одна сумма ожидаемая. Не могу сказать, какая из них. При этом две суммы для вас вот совершенно как подарок идут. Вам могут родственники помогать. Вам могут быть выплаты там, от государства, от каких-то предприятий, может быть, организаций. И также могут быть возвраты долгов, да, каких-то обязательств. При деньгах вам быть. При деньгах. Но при этом у вас и траты идут. И знаете, траты у вас идут очень необычные. Вот были у вас какие-то мечты, были какие-то желания. И сейчас вы будете видеть, либо встречать в магазинах, в каких-то, вот, может, в интернете будете видеть, да, то, что вам нужно. И цена будет очень подходящая. Вы будете покупать то, что вы хотели, то, что вам нравится, причем по какой-то даже вот сниженной, либо заниженной цене. То есть какие-то выгодные у вас идут приобретения. То есть все денежки, которые к вам придут, вы их потратите, но потратите с удовольствием и в пользу для себя, мои хорошие. Кстати, кто-то у меня будет заниматься собой. Будете приводить себя в порядок, какие-то, может быть, процедуры, массажи, может быть, даже будете приобретать какие-то вот, добавки, какие-то витаминочки. Вот чем-то будете себя восстанавливать, пролечивать, и, конечно же, улучшать свое здоровье, улучшать свой внешний вид. Вот мне нравится, что у вас идут траты все вот такие продуманные, полезные, которые имеют вот прям положительный результат для вас. Когда вы деньги потратили, вы видите результат. Вы этим результатом вот прям крайне довольны будете. Так, что касается подарков. Тут удача. Удача идет, везение. То есть будете попадать на нужные сайты, будете попадать в нужные места, где вы сможете приобретать то, что для вас важно. Действительно важно. Не пустая трата времени, а важное приобретение идут, полезные для вас. Либо капиталовложения, вот, которые приносят очень хороший результат. Так, еще. Здесь подарком у кого-то будет какое-то улучшение, вот связано с жилищем. Может быть, вы сможете найти достойный дом. Да, вот куда вы сможете переехать, там, арендовать, допустим. Может быть, вы планируете даже какую-то поездку, отдых и присматриваете себе место, где вы будете жить. Опять же таки идет везение. Случайно, совершенно случайно, либо по чьему-то совету вы обратитесь к людям, которые действительно за какие-то смешные деньги могут вам дать очень качественное жилье. Либо в аренду, либо как предоставить вам даже это жилье. Очень, кстати, приятно вам будет. Тут вы, кстати, сэкономите. Так, еще. Здесь вот смотрите, какой-то важный разговор идет. У вас есть какая-то проблема, но вы ее решить не можете. Вы уже и так, и сяк, и что вы только не делали, а проблема не решается. Вот
идет человек, который отнесется к вам очень по-человечески, поможет, подскажет, разъяснит. Понимаете, какие-то детали, прям детали вам объяснит. И даже, возможно, для кого-то отыграется, что этот человек на себя возьмет, ну, просто так, да, просто так, по доброте душевной возьмет какое-то обязательство и его, конечно же, выполнит. То есть поможет вам. То есть такого доброго человека к вам направляют высшие силы, судьба направляет человека, который будет вам помогать. Вы вот как облегчаете свою жизнь, вот эта проблема, она перестает долбить вам в голову, и вы прям выдыхаете, вы говорите: ой, ну вот это самое лучшее, что со мной случилось, да, я закончила свою проблему, я избавилась от этой тягомотины, теперь ощущаю себя легко и свободно. Так, здесь какой-то человек вам повернется. Человек долго занимал какую-то позицию, вот как недоступный, либо, знаете, выбор не мог сделать, какой-то отстраненный. Вы ждали этого человека, либо ждали от этого человека активности в вашу сторону, будь то работа, будь то дружба, будь то отношения. А этот человек нет, и все. Да? Мне надо подумать, я там не решился, я там со своими интересами. Человек вам наконец-таки повернется, причем повернется как готов там, к отношениям, готов к дружбе, готов к сотрудничеству. Да, то есть как бы порешал свои вопросы, что-то там надумал, передумал, уже как созрел, да, правильно сказать, созрел. И к вам повернется этот человек. Так что не переживайте, все будет. Здесь мне очень нравится встреча. Встреча, вам тут судьба подкинет встречу с человеком, с кем вы очень давно не виделись. Вы соскучились по этому человеку. Этот человек был важен для вас, в вашей жизни. Но вот так случилось, что вы по разные стороны так разъехались, разошлись, долго не виделись. Очень приятная, душевная идет встреча. Вы прям несколько часов подряд проговорите, будьте довольны этой встречей. Какое-то вот прям удовлетворение идет. И, кстати, договоритесь. Либо договоритесь вы встречаться, общаться, да, поддерживать связь в обязательном порядке. Плюс, ну вот человек, с кем вы будете встречаться, он вам что-то даст, что-то дает. Может быть, какую-то вещь, предмет, может быть, даже денег даст. Да, что-то будет вам этот человек давать. То есть у вас как бы вдвойне приятность идет. Так, колесики выходят, колесики. Вы знаете, ну кто-то вот то ли учиться пойдет на вождение, то ли, ну так вот сложатся обстоятельства, что вы начнете водить машину. И эта машина как бы по факту уже как ваша будет. Будете постоянно пользоваться автомобилем, либо действительно будете получать права, чтобы иметь возможность пользоваться автомобилем. Вам очень повезет с коллективом, где вы будете, например, обучаться, либо там человек, который будет вам преподавать, очень доступно все будет объяснять, без нервов, без там напрягов, и вы с этим человеком вот даже как больше дружить будете. Хорошие взаимоотношения. Ну и кто переживает, кто боится водить машину, прям тьфу-тьфу-тьфу. Вы знаете, вы так во вкус войдете, там, может быть, первый раз будет очень такой боязный, второй раз вы уже так посмелее, а на третий попробуй догони. То есть как понравится вам. Понравится. Зря вы так сильно переживаете. Так, на работе у кого-то вакансия открывается, либо какое-то предложение придет по повышению, либо по переходу на какую-то должность. Там место очень хорошее, как бы освобождается для вас место. Не бойтесь и идите смело, заявляйте, что вы претендуете на это место, что вы давно, например, работаете, что ваша квалификация позволяет вам это место занять. Ваш начальник, да, либо там, человек, который принимает решение, он как будто бы вас не рассматривает, такая мысль даже в голову не приходит. А вы, возможно, надеетесь и ждете, либо будете надеяться и ждать. Чтобы совершилось это действие, нужна будет ваша активность. То есть прийти, поговорить, заявить, да, сказать, что я могу, я справлюсь, я хочу роста, я чувствую, что мое время уже пришло, что я засиделась на одной должности, мне там скучно стало. То есть человек даже обрадуется вашему энтузиазму и, конечно, бесспорно вам отдаст это место, либо переведет вас на эту должность. А если сидеть просто ждать, к сожалению, вы будете видеть, как набирают сотрудников, да, и кто-то займет это место. Так.
Здесь какая-то вкусная еда идет. Я не могу понять, с чем это связано. Какие-то угощения, вкусная еда. Что-то вы так прям от души чего-то покушаете вкусного. То ли сами вы готовите, то ли кто-то вас угощает. Либо вы вместе будете находиться, где будет очень вкусная еда. Почему-то у вас все впечатления и вот как все внимание, да, именно на еде идет. Где-то очень вкусно поедите. Не забудьте попросить рецепт, потому что это действительно что-то очень вкусное, вам понравится. Если вы что-то такое приготовите, ну, извините, это короночкой вашей станет. Тут люди, кто попробовал, будут вспоминать долгими там, годами, да, вспоминать вам это явство, да, это блюдо. Поразите вы кого-то вкусняшкой. Так. Я вижу, что кто-то вам поможет. Вот вы какой-то хороший поступок сделали. Когда-то давно в прошлом. Что-то хорошее вы делали. И здесь вот человек об этом постоянно думает. Думает о том, что вас нужно отблагодарить и нужно вам чем-то помочь. Знаете, вот в чем вы будете нуждаться, вот прям такая острая необходимость, вам этот человек принесет. Принесет, вот как-то неожиданно на пороге у вас появляется и несет вам то, в чем вы нуждаетесь. Вот как высшие силы ему подсказывают, что нужно именно это вам принести. То есть как благодарность вам идет. Ни в коем случае не отказывайтесь. Ну поверьте, вы этого достойны, вы заслужили, тем более вы в этом нуждаетесь. Принимайте ту благодарность, которая будет вам оказана. Так, для кого-то беременность идет как подарок судьбы. Беременность. Вы знаете, беременность какая-то интересная. То ли вы вот неожиданно для себя, да, возможно, обнаружите, что вы беременны. Либо кто-то из ваших близких людей вдруг проговорится, что он там беременна. То есть для вас это вот идет как сюрприз и праздник. Такое вот прям удовольствие у вас идет от хороших новостей, да, вот прям, если вы беременны, прям так, улыбочка такая, вы такая счастливая, думать, ой, как замечательно, как хорошо. Так. Здесь у меня человек, который получает какой-то результат после тяжелых каких-то вложений, труда. Что-то вы будете получать. Либо, может быть, ваш любимый человек будет получать. Знаете, вот такое впечатление, что в семью приходит благополучие, да, приходит удача. Деньги идут, какие-то ресурсы идут, там, продукты появляются, там, деликатесные, может быть, для вас. То есть у вас вот какое благостное время наступает. Но люди хорошо и много работали, теперь у них результаты идут. Возможно, это вы все заработали, вы будете баловать свою семью. Возможно, это ваш мужчина там, постарался, напрягся, заработал, теперь вот как бы в семье все довольны. Хорошее время вот такой жизни, вот как обеспеченная, да, такой жизнь называют. Вот вам судьба это все приготовила. Вижу, что вы очень много и сильно нуждались, очень много каких-то сложных моментов пережили. Возможно, были моменты, когда и кушать было нечего. Но вот теперь как бы все меняется, ситуация меняется. Я не вижу, чтобы вы тут бедствовали, наоборот. Я вижу явство, я вижу какие-то угощения, я вижу вот прям довольные люди. Довольные и спокойные, вот самое главное. Спокойствие приходит в вашу жизнь. То есть нет вот какой-то паники. О боже, что делать? Там, на что деньги потратить? Нет, вы об этом не думаете, потому что вы знаете, что у меня есть, что мне хватит, что я смогу полностью там, покрыть свои расходы, да, еще там лишнее будет оставаться, что я могу там отложить, либо позволить себе то, что раньше не позволяла. Да, как-то вот прям приятно. Девчонки, у кого мужчина начнет зарабатывать, вы, пожалуйста, себе там отдельно какой-нибудь схрон сделайте и собирайте, как говорится, излишки, чтобы у вас какая-то денежка копилась. Это очень важно, вот как бы на будущее. Ну и вам спокойнее будет, и в принципе это правильно. Да, потому что мужчина может давать деньги, причем так вот как-то постоянно будет давать деньги. Вот, сохраняйте какую-то сумму, там, пусть маленькую, но все равно постоянно откладывайте и сохраняйте. Так.
Какое-то предложение вот по лечению, либо по каким-то процедурам вам идет, то ли с большой скидкой, то ли, ну вот как недоступно, может быть, было, там, может быть, по времени, да, там долго нужно было ждать. Вот какой-то звоночек с предложением идет. То есть вам будут предлагать какие-то услуги, вот со здоровьем что-то связанное, причем со скидкой, скорее всего, и вот как прям завтра, да, можно завтра. Вот, и вы будете думать, идти, не идти, стоит, не стоит. Но я так вам скажу, если вы пойдете, вы абсолютно не пожалеете. Очень хороший результат будет. И не заморачивайтесь по поводу этой скидки. Просто вам повезло, вам такой подарочек идет от судьбы, да, чтобы вы могли поправить свое здоровье, может быть, как-то эстетически что-то улучшить. Поэтому соглашайтесь, соглашайтесь, это для вас будет хорошо. Так, ну и вот основной подарок идет здесь как избавление от очень нехорошего человека. Может быть, он не один, может быть, они там вдвоем, втроем, как группа, может быть, такая небольшая. Но у вас претензии к одному конкретному человеку. То есть как бы вы виновником видите одного конкретного человека. У вас очень долго с этим человеком была такая ситуация, что вы как будто бы, ну, то ли проигрывали этому человеку, то ли не могли, ну, продавить этого человека, да, и свое получить, либо добиться того, что вам хочется. А сейчас ситуация начнет круто меняться. У этого человека вот как неприятность за неприятностью пойдут, проблема за проблемой. И вас, получается, вам, как говорится, все тузы в руки, вот, вы сможете наконец-таки либо вообще избавиться от этого человека, от влияния этого человека на вас, ну, либо насладиться моментом своего триумфа, когда вы будете видеть, что человеку вот действительно возвращается. Тут, кстати, не один бумеранг вернется, тут, ну, как стая. Стая бумерангов будет возвращаться, и каждый будет прям лететь и бить в лоб будет бить. Вот. А те, кто люди с ним были, им тоже достанется, причем, ну, как бы так, не по-детски достанется. Ну, одним словом, на ваших глазах ваши недоброжелатели, ваши там враги, да, просто начнут падать и не смогут уже больше никогда подняться. Вообще мне очень нравится. Вам дают свободу выбора. У вас вот по каждой ситуации идет вилка. И каждый раз вы выбираете, вот что лучше для вас. Для кого-то этот выбор, он идет мучительным, как, знаете, не дар, а наказание. Мои хорошие, не морочьте голову. Выбирать за себя всегда легче, чем принимать чей-то выбор за вас. Здесь карт-бланш, выбирай себя, наслаждайся жизнью. Да, и, кстати, вот еще очень важный момент. Мне очень нравится, что какой-то человек проявит к вам нежность. Какой-то прям нежности. Не могу сказать, что это любовь, я этого не вижу, но я вижу, что проявление очень нежное идет. Проявление, которое согреет вашу душу и ваше сердце. Таким прям с добром к вам идет. Может быть, какие-то хорошие, добрые слова, может быть, какие-то действия, поступки. Как-то вот проявит. Это мужчина идет. Вот проявление идет от мужчины. Очень приятно. Особенно тем, кто в себе разочарован, кто считает, что вы там никому понравиться не можете, что вы там уже как там на пенсии и прочее, прочее. Нет, очень хороший, добрый человек вам проявится с добротой, с нежностью, согреет ваше сердце. И, кстати, да, может быть, и отношения у вас с этим человеком начнутся. По крайней мере, человек будет, ну, предлагать там общаться, встречаться, как-то вместе проводить время. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.